Алёкминский техникум давно славится своими не только выпускниками, но и преподавателями. Сегодня техникум, так же как и всегда, выпускает востребованных на рынке труда специалистов. Все это стало возможным благодаря новым проектам, некоторые из которых уже воплощены в жизнь. На данный момент несколько проектов разрабатывается, есть завершенные проекты в плане того, что мы подались на так называемый проект дальневосточного развития, и туда мы вошли буквально, наверное, скажем так, в начале февраля, и уже мы состроили все сметные документации, сделали все требуемые, скажем, документы, да, все сделали, отправили, и нам уже все средства перечислены. Мы сейчас занимаемся уже закупками. В этой части это значит, мы приобретаем 2 мастерские по 2 компетенциям. Это электромонтаж, эксплуатация сельскохозяйственных машин. Это 2 большие такие компетенции, которые нам необходимы для реализации наших образовательных программ. Очень активно техникум работает и с компаниями, работающими в Алёкминском районе. У нас есть соглашение с такими компаниями, как «Газпромстрой-1», Сила Сибири. И на сегодняшний день мы с ними уже отработали ряд таких вопросов, как краткосрочная подготовка рабочих кадров, да, и со стороны ГСП-1 у нас уже есть ощутимые вот такие вот завершенные проекты, как, например, компьютерный класс. Кабинет будет называться интернет-офис. Он полностью оснащен и мебелью, и, скажем, оборудованием соответствующим, да. Кроме этого, у нас еще есть завершенный проект «Сила Сибири» ГСП-1. Конференц-зал, да, он тоже полностью оборудован, вся мебель, все оборудование тоже установлены. В этой части мы, конечно, очень благодарны нашим социальным партнерам. Кроме всего этого, у нас еще есть одно соглашение с Саха-Транснефтегаз. Буквально на днях мы с Алексеем Засимовичем разговаривали о том, что мы хотим вступить в проект, федеральный проект «Профессионалитет», где в этой части он поддержал нас и софинансирование тоже будет участником. То есть они тоже будут участниками федерального проекта «Профессионалитет». Надеемся, что мы сможем в этой части тоже реализоваться и сможем выиграть грант. Но, конечно, это наперед идущие планы уже, да. Саха-Транснефтегаз нам тоже в свое время сделали очень хороший класс, аудиторию, в котором тоже ребята наши уже успешно занимаются. Вот. Тоже он полностью оснащен по современным стандартам. Вот. Обновление материально-технической базы техникума дает и свои результаты. Это показывают и студенты, которые успешно выступают на различных конкурсах профессионального мастерства. Например, если мы возьмем отделение механиков, они на сегодняшний день подготовили студента на чемпионат по компетенции эксплуатации сельскохозяйственных машин. И наш студент в этом году впервые стал чемпионом в этой части. Это республиканская на сегодняшний момент уровень республиканский региональный идет, да, вот, и благодаря чему он получил путевку на всероссийский чемпионат. И тоже эксперт-наставник Михаил Михайлович Чаприн. И второй эксперт-наставник – это Коробейников Григорий Юрьевич. Студента нашего зовут Сергей Габышев. Мы на него, конечно, возлагаем большие надежды. Но на данный момент мы очень рады, что вот эта победа уже в кармане, что мы уже можем об этом объявить. Совсем недавно, в начале октября, состоялось торжественное открытие обновленных мастерских Алёкминского техникума. Сегодня у нас знаменательный день. Мы сегодня открываем новые современные мастерские. Это эксплуатация, ремонт сельскохозяйственных машин и электромонтаж.
Данные мастерские мы смогли создать и ввести в работу благодаря федеральной программе Минвостокразвития по линии единой президентской субсидии. На сегодняшний день у нас обучается более 400 студентов, и в силу этого нам необходимы такие современные мастерские для улучшения качества образования и улучшения и, скажем, увеличения компетенций, которые мы даем нашим выпускникам. Благодаря модернизации в техникуме появилась новая техника – стенды и тренажеры для практического обучения студентов. С приобретением новых стендов, оборудований и техники нашим преподавателям будет легче передавать свои знания, умения учащимся, и учащиеся будут отрабатывать первые навыки на стендах, тренажерах, например, ну и использовать их уже в на реальной технике. Также в техникум поступил и новый виртуальный класс для занятия студентов. У нас поставка класса, виртуального класса. У него есть программное обеспечение, которое на сегодняшний день у нас там будет устанавливаться электрики. Они будут уже визуально в программном обеспечении ходить, работать в подстанциях под напряжением и так далее. Ну, естественно, что это все будет виртуально. Но дело в том, что этим программным этим кабинетом, образно говоря, виртуально будут пользоваться все учебные наши, имеются в виду специальности, включая газовиков. То есть и там будет весь процесс, скажем, транспортировки нефти и газа. То есть они могут регулировать давление, пропускную способность и так далее и тому подобное, включая производить все ремонтные работы. И там есть такое понятие, точно мы знаем, мы эту программу рассматривали, есть понятие проведения лабораторных работ, то есть они прямо могут визуально просто заходить, какие-то параметры задавать, регулировку производить и так далее, выводить какое-то оборудование в ремонт, к примеру, то есть все это будут делать на виртуальном классе. Поэтому он будет самый востребованный. Сегодня у нас на дворе 21 век, поэтому, в принципе, за такие короткие сроки изменения произошли очень большие. Данный корпус у нас был отремонтирован в прошлом году. В этом году мы уже по обеспечению мастерских по Дальнему Востоку получили уже, как знаем, новое, опять же, оборудование, около 30 миллионов, да, то есть на сегодня все то, которое оборудование у нас поступает, мы используем уже, как знаем, в практической подготовке. Ну и сразу можно добавить, что у нас идет программа «Профессионалитет», то есть это уже, скажем, расширенная такая практика, да. У нас ребята проходят практику не только здесь у нас в учебном заведении, но и выезжают в столицу, то есть в Якутск, в сельхозтехникум. Там проходят учебную практику, проходят на предприятиях, и поэтому по программе уже, скажем, нашего президента, то есть Российской Федерации, эти поставки у нас обновляются, то есть база у нас расширяется на сегодняшний день. И тоже могу сразу добавить, что программное, опять же, обеспечение, да, новые компьютеры, то есть нефтегазовое дело тоже нам немножко, скажем, помогает. Одной из больших поставок по программе модернизации мастерских стал новый современный трактор. Это большой новый белорус, он 3-й класс имеет, тяговая у него сила 1500, в общем, достаточно мощный, хороший трактор. Для учебных целей мы будем использовать, и кроме этого у нас же есть возможность уже нашим выпускникам давать удостоверения трактористов именно категории Б, С, Д. Позволяет теперь этот трактор нам такие возможности выдавать удостоверения. Планы на дальнейшее развитие техникума также имеются и в скором будущем будут воплощены в жизнь. Дальнейшие наши планы таковы. Мы создаем учебно-производственные комплексы на базе наших мастерских. Это корпус 1 у нас будет работать в лаборатории электромонтаж для улучшения навыков, умений студентов. И будем оказывать разные услуги для населения. А также в корпусе 2 мы тоже будем открывать учебно-производственный комплекс. Тоже он будет направлен на технический осмотр и ремонт легковых автомобилей. И наша,
скажем, палитра услуг будет очень большая, потому как мы можем предоставлять населению и города, и района услуги по ремонту и по техническому обслуживанию широкого профиля. Алёхминский техникум активно развивается и готов выпускать высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. Благодаря модернизации материально-технической базы и расширению спектра специальностей, техникум становится еще более привлекательным для абитуриентов и студентов.